Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И сегодня ровно год, как не стало всеми нами горячо любимого, знакомого, известного Александра Ильича Борисова. Мне повезло в моей жизни, потому что мне довелось познакомиться с этим замечательным человеком. Посмотрите, я одел неспроста сегодня вот эту кепку. Это в дань и знак уважения к этому замечательному человеку. Александр Ильич Борисов лицо очень известное у нас в Якутии, но также и за пределами известен. Это автор и ведущий телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии». Но он вел не только телепередачу, но вел и YouTube канал. YouTube канал называется «Охота и рыбалка в Якутии». Поэтому, друзья, вы можете подписаться на этот канал. Ссылка будет на канал в описании. Это очень хороший канал, в котором собрана практически вся его коллекция его фильмов. У нас в Якутии нет мало людей, кто не смотрел эти фильмы. Все знают прекрасно этого человека и все знают, чем он занимался. Вот. Такая кепочка, между прочим, есть у меня и у Владислава Дмитриевича, потому что мы вместе с Дмитриевичем ездили на рыбалку с ним. И это самая моя дорогая кепка в моей коллекции, которая подарена мне Александром Ильичем. Вот. Недавно я познакомился с его сыном, с Ильей Александровичем Борисовым, и мы в ходе нашей беседы решили сделать совместный проект, когда-нибудь съездить на съемки, возможно, либо на рыбалку, либо на охоту. Ну, там посмотрим, как получится. Ну, Илья вот такой тоже парень замечательный. Сейчас он ведущий этой телепередачи, ведущий этого канала, поэтому сейчас фильмы будут выходить с его участием. Так, что же еще я хотел вам сказать? Ну и в ходе наших совместных съемок с Александром Ильичем в 2018 году у меня вышло цикл фильмов. 7 фильмов я сделал с ним. Мы выезжали на несколько дней в одну из наших горных речек половить на тайменя. Ну и порыбачить, в общем. Это замечательные фильмы, друзья. Эти фильмы вы можете посмотреть на моем сайте. клеваярыбалка.рф называется сайт. Не ру, а именно РФ. Там есть раздел видеоблог, в котором я выложу эти фильмы, и вы можете их посмотреть на досуге. Вы не пожалеете. Ну и хочется в завершении еще сказать, Александр Ильич был знаком также с моим отцом. Они были одноклассники в старших классах, вместе дружили, вместе учились. Ну и в честь вот этого я хочу, чтобы сейчас на моем канале вы посмотрели наш совместный фильм. Вот канал «Охота и рыбалка в Якутии». Ссылка будет в описании. Вот всем привет, наш фильм. Друзья. Сегодня наконец-то сбылась моя мечта, и ко мне в гости приехал всеми нами знакомый и горячо любимый Александр Ильич Борисов, автор телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии». Вы его все знаете. Его канал находится у меня в рекомендованных. Сейчас мы с ним поедем на рыбалку. Мы находимся на лодочной станции, вот, смотрите. И вон там Владислав сейчас подготавливает свою лодку. И, соответственно, собственно, сам Александр сейчас прилетел и подъедет на машине. Я сейчас подъеду и встречу. Поехали. Так, Тит Владимирович, вот, сейчас он будет качать киль. Оказывается, я предположил, что у меня киль не накачан. Только что отъехали, вот. Ребят, я встретил. Вон там
Александр Ильич поехал с Владиславом. Сейчас Тит будет по пути качать киль. Все нормально? Все нормально, качаем. А? Кили качать да ты баран he. Ада кили качать да бадак быта. Бар. Это дигнен нормально барар быгына. Хүбе 5 dakika нормально барар быгына. Ду манык же мотор дүргетик бырык так. Дүрген болук так да. Bir banda göden ardaha otuktağır. 25 kuruna hediyotum. Баратын сөйкен кирекка. Ha? Тахтана эти тора хабы дают. Мандыга бит, а? Хаңа көрдүм. Yine mandık çiçek. Bitti. Киле хукта. O imli gelir. Ингер бат киле. Onu propodan çoğusundan var. Килин угоддере бит, а? Evet, tamam anlıyorum. Итак, вот Александр Ильич нам рассказывает про вот эту лодку и как ее правильно накачать и содержать вот это давление, выдержать в этой лодке. Оказывается, я не докачал баллоны, из-за этого она у меня очень плохо идет. 0,35 атмосфер должно быть примерно. Баллон. Баллоны, ага. А киль где-то 0,38 где-то. Вообще-то там должно быть написано. Так, ну мне этот парень сказал, что вот эти баллоны, объемы, вон написано 0,25 бар вот эти. Вот, ага. И 0,3. Во, не 0,35, а 0,25. Эти 0,25, там 0,3 центральный киль, кильсон. Вот.
Вот так. На ощупь где-то 0,15 говорил я тот, да? Да, 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 вот. Ну, вот так вот. Вот Александр Ильич нам показал, как должен быть. На ощупь он примерно должен вот как барабан. Вот. Барабанить. Вот. И киль, получается, должен быть больше накачан, да? Ага. 0,3. Это вот 4 отсека получается, да? 4 отсека, ага. Сначала накачиваем, получается, задние, да? Да, Потом. не важно. Нет, здесь нюанс такой, что ребята сказали, вот и если ты пробьешь, лучше накачай больше вот эти первым делом, задние, а потом передние, потому что если ты пробьешь, то у тебя вот эти баллоны будут больше накачаны, они как бы внутри это еще там выпуклые будут. Вот такой тоже есть нюанс. Тит Владимирович, как всегда, все снимает. Давление больше, тот эту вот поперечину туда-сюда толкает. Если это чуть больше накачаешь, он все равно уравняет. Да, туда толкает. Это вот внутреннюю перегородку, я так понял, да? Перегородку межбаллонную. Ага. Все равно уравнивает. Ну, старается уравнять. Плохо это. Владислав Дмитриевич впервые видит такую лодку, да? Вот. Ну, мы сами тоже впервые ее видим. Я сам тоже впервые вижу. Вот первая моя эксплуатация. Вот, с мужиками поехали. Вещи, вот это, все вещи я везу. Вот так вот. Киль так накачивает. А киль вот здесь вот. Ага. Это получается у нас носовой баллон. Что шумит? А, вон там спускает, по-моему, клапан. Клапан этого. Ага. Вот это получается, чего это? Аварийный сброс, да? Нормально. Автоматически. Ага. Он сейчас подспустит и... Нормально будет, да? Потом воду, когда опускаем, вы говорили, все равно она это, воздух, да, воздух сужается и, да? Ага. Ясно. Охлаждается температура. Да. Давление и меньше. Дмитрий Пельков, который разработчик вот этих лодок, он мне сказал, качай до упора вот этим насосом, не переживай, потому что 0,25 баррелей накачать не так легко вот таким ножным насосом. Скорее у тебя лопнет вот этот насос, он сказал, сломается, чем ты перекачаешь эти баллоны. Так что вот так вот, друзья. Александр Ильич нам, конечно, тут класс, мастер-класс показывает. Мы-то тут, мы такие. Так, этот вот. Ага, этот Хильсон. Я вот думаю, его как качать-то внутри, стоя внутри, или в воде все-таки. Потому что ребята некоторые писали, что лучше опустить в воду и в воде качать. Вообще-то шланг желательно длинный бы, да? Шиба было это. Телереха. Вид у нас мастер по накачке. Тит Владимирович, вот посмотрите, сколько я вещей везу. Ну тут примерно сколько, я сейчас скажу. Так, раз, два, три, четыре. 4 бака по 40. Ну и так вот тут наш вес с Титом и мотор, потом вот палатка, тут рюкзаки. Одну канистру я еще перекинул Владиславу на его мотор, поэтому у него там чуть побольше. И еще я туда ему бросил рюкзак Тита и кое-какие рюкзаки. И вот у меня вот сложилось такое впечатление, что у нас не докачана лодка, потому что мы едем, и она прям чувствуется, полы вот так вот ходят. И из-за этого накачиваем. Так, ну вот с мужиками накачали лодку, оттолкнулись от берега.
Сейчас будет проверка, как пойдет. Давайте все вместе на это посмотрим. Поменялись местами с Титом. Так, вот подъехали к устью Индулюнга. Это горная речка. Особо охраняемая природная территория. И посмотрите, вот на устье Индулюнга сейчас вот в данный момент действует один лесной пожар крупный. Вот он, видите, вот этот дым от пожара. Вот. Все заволокло дымом. Для того, чтобы пребывать на Индулюнге, нужно разрешение департамента биологических ресурсов. Вот мы с друзьями его получили. И сейчас поедем на эту речку и будем там рыбачить. Попытаемся поймать трофейного тайменя. Ну и будут линьки, соответственно. Вот видите, вон дым видно вот. И вообще вот сейчас вот южный ветер немножко такой, и от пожаров, вот, которые у нас в южной на стороне республики, дымом все вот заволокло. Видите, вот с этой стороны вот более-менее такое чистое небо, а здесь уже все в дыму. Солнца не видно, хотя сейчас всего лишь 9:30 времени. Поехали дальше. Вот речка Индулюнг. Так, вот подъехали, заправились. Александр Ильич уже здесь, смотрите, вон кто-то кого-то подцепил. До этого Тит Владимирович поймал небольшого езя. Мы его отпустили. Сейчас вот Александр Ильич кого-то поймал. Ну, пока вот перекусывали. О, посмотрите, какой большой язь, кажется, идет. А может, сик. Еще не знаем. Ну, вот он идет, вот, заблесной. Не, идет. А, это окунь же, окунь. Не. Ясь. А, ясь. Но, правда, большой ясь. Крупный ясь. Можно сказать, ясь моей мечты.
Килограмма полтора, может. Человек. Вот теперь вот фотографируйтесь. Теперь нам можно фотографироваться. Да, вот Тит Владимирович удивился. Очень крупный, говорит. С почином, с почином. Первый же, второй же заброс, на второй заброс сразу. Не, его так не получится взять, наверное, лучше это. Во-во. За пузо как-то. Он играет, вот рыба. Вот я когда заезжал, вот здесь вот, там был большой всплеск. Довольно-таки крупный всплеск был. Вот сейчас крупная, видимо, щука или что ли там. Здесь рыбы полно, в общем. Но нам нужна другая рыба. Поэтому мы сейчас двинемся дальше, вверх. Наша цель, конечно, поимка трофейного тайменя. Ну и либо линка, что получится поймать. Хорошая рыба. Жить будет это он. Так, кровь с этого. С губы там, все прочее. Вот. Конечно, будет жить. Полтора килограмма. Вот я тоже где-то полтора, ближе к полтора склонялся. 1,5 килограмма. Есть. Да, вон, они отпускают его. В общем, так вот. Вот, посмотрите, как горит. Вон там горит. Эти крупные пожары из-за того, что их нерационально тушить, то есть затраты могут намного раз превышать ущерб, причиненный этим пожаром. Они закрываются решением, правительственным решением комиссии чрезвычайных ситуаций, поэтому приостанавливается тушение таких пожаров, поэтому вы ничего не подумайте. Вот. Поэтому мы просто наблюдаем за динамикой этого пожара, работы лесничества. Вот здесь тысячами гектаров сгорает. Вот. Но у нас так повелось в России, что нет средств никогда на тушение. И из-за этого вот результат всей этой деятельности. Видимость 0, идем по приборам. Так, вот набрали воды. Здесь вот остановились на ночлёг, на ночлежку, на ночлёг, на ночлежку. Так, время 1:30 ночи, и мы как приехали, не выдержали, вот, решили все-таки попробовать покидать. Посмотрите, вот все готовимся к ночной рыбалке. Так, Александр Ильич там кого-то взял на мыша. Давайте посмотрим, кого он взял. Кажется, это ленок. А, не, сик. Да? Ты не лиди?
Не, что такое? Ясь, который мышей пытается, да? Да, вот ясь попался на мышь. Вы посмотрите, какие тут язи. Ничего себе. Что, даже мышей едят, что ли? Вот это да. Да, вот это да. Я даже не слышал об этом, честно говоря. Что здесь на мышей охотятся, да? Да, бывает, бывает. Даже караси на блесну иногда ловятся. Вот так у него губа немножко. Пусть дальше и мышей ест. Сокращает количество, численность мышей, да? Посмотрите, как записывает передачу Александр Борисов, свою авторскую передачу. Сейчас он комментирует. И у него совершается поклевка. Посмотрите, как красиво. Вот что значит мастерство. Он стал, кстати, в хорошем месте. И у него взяло на мыша. Давайте посмотрим. Поближе подойдем все. Кого-то взял Александр Ильич. Подсадчика нету, жалко. Опять он, что ли? Ты смотри-ка. Что, есть, что ли? Ё-моё. Опять он. Тот же, наверное, да? Да. Нет, побольше. Больше. Килограмма под 1,5, наверное, где-то, да? Мы тоже хотим язя поймать хотя бы. Тут язи мыши едят, если кто не в курсе. Так, у нас тоже есть поклевка. Маленький, маленький. Маленький язик, подъязок. Подъязок. Тоже есть. Да, не маленький, слушай. Здоровый, ага. Почти по 2, наверное, есть. Под двушку. Че, как взял? Скажи-ка. Жадно взял, да? Жадно, на все 3. На все 3 крючка берут. Вот смотрите, какие ези. Жадные. Какую блесну берут большую. Так, утро следующего дня. Значит, произвели заправку, заменили винты, спрятали топливо, которое будем возвращаться. По 50 литров спрятали. И вот сейчас вот снизу поднялась группа туристов на моторных лодках. Впереди нас проехали. Сейчас, наверное, их догоним. Вот посмотрите, как мелко. Песочек. Тут засели. Владислав, вон он едет кое-как. Сзади.
Мы тут с Титом тоже засели, даже на резиновой лодке. Вон там вот. Александр Ильич говорит, там рыба есть. Кидайте, говорит, на здоровье. Если время есть. Ну вот, опытных людей сразу видно, не то что мы туда заехали, вот, засели с Титом. Вот посмотрите тут как идем. Очень мелкая река. Очень мелкая, обмелела сильно. Че, порыбачим здесь? Кипиш такой был. Окуней. Просто море. Кидали, вытаскивали. И сразу щуки пришли. Думаю, что такое?